Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Пенсионный фонд сообщает», и с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. В прошлых передачах мы с вами поговорили о изменениях в пенсионном законодательстве, о тех условиях, которые необходимы для назначения пенсии. Сегодня мы хотим поговорить о сдаче отчетности работодателями и на что это влияет. Когда в 1997 году создался пенсионный фонд и начали собирать индивидуальные сведения и говорили, что они будут необходимы для назначения пенсии, в это никто не верил. Но вот уже несколько лет назначение пенсии осуществляем по данным персонифицированного учета. И та отчетность, которую издают работодатели в пенсионный фонд, она необходима для определенной работы. Более подробно о сдаче отчетности и на что это влияет расскажут сегодня руководители структурных подразделений управления в городе Канаш Севастьянов Виктор Вячеславович и Барамышникова Светлана Вадимовна. Виктор Вячеславович, расскажите, пожалуйста, какую отчетность нам представляют работодатели и в какие сроки? Страхователи ежемесячно представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации отчетность на своих работающих застрахованных лиц. С 1 декабря 2018 года стартовала очередная отчетная кампания по приему ежемесячной отчетности по персонифицированному учету по форме СЗВМ за ноябрь 2018 года. Законом определен срок представления страхователям ежемесячной отчетности не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 950 работодателей города Канаш и Канашского района должны представить в Пенсионный фонд сведения о работающих в ноябре сотрудниках. Срок представления отчетности за ноябрь 2018 года не позднее 17 декабря. Сведения необходимо представлять о всех работниках, в том числе заключивших договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которым начисляются страховые взносы. Почему так важно своевременно представлять сведения СЗВМ? Работающим пенсионерам с 2016 года выплата пенсии производится без учета сумм индексации. Уточнение факта осуществления или прекращения работы производится органами Пенсионного фонда ежемесячно на основании представленных форм СЗВМ. Если работодатель не представил сведения своевременно, то автоматически сотрудники-пенсионеры данной организации считаются неработающими, и, соответственно, у них якобы возникает право на получение пенсии в повышенном размере с учетом пропущенных индексаций. Таким образом, несвоевременное или недостоверное представление отчетности по форме СЗВМ приводит к неверному определению размера пенсии работающих пенсионеров и может в конечном итоге повлечь переплату сумм пенсий, которая подлежит взысканию в судебном порядке с работодателя. Кроме того, при нарушении сроков сдачи либо представления неполной или недостоверной информации к работодателю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей за каждого работника. Хочется обратить внимание руководителей предприятий, бухгалтерских и кадровых служб на то, что штрафные санкции в размере 500 рублей представляются не за то, что не сдана своевременная отчетность, а за каждого работающего застрахованного лица на предприятии. И убедительная просьба. Очень хочется, чтобы все-таки нас услышали работники предприятий, которые сдают эту отчетность, чтобы отчеты сдавали хотя бы дня за 2 до завершения срока приема отчетности. Потому что технологически мы должны это все проверить и загрузить своевременно в базу Пенсионного фонда. Виктор Вячеславович, какую еще отчетность работодатели представляют к нам в Пенсионный фонд? Работодатели также, кроме ежемесячной отчетности, представляют отчетность на своих застрахованных лиц и ежегодно. Напоминаю работодателям, что с 1 января начинается отчетная кампания по представлению сведений о страховом стаже работников за 2018 год. Отчетность нужно будет представить до 1 марта 2019 года. Форма представления сведений о страховом стаже застрахованных лиц утверждена постановлением правления Пенсионного фонда России. В случае ликвидации страхователя необходимо представить сведения о страховом стаже застрахованных лиц за период с 1 января 2018 года по дату ликвидации организации. Хочется напомнить, что за несвоевременное или неполное представление отчетности по форме СЗВ стаж страхователь будет привлечен к ответственности.
Виктор Вячеславович, ответственность работодателей подразумевается точно такая же, как и по предыдущей отчетности, в виде штрафа 500 рублей за каждого работающего на предприятии. Виктор Вячеславович нам рассказал о том, какая отчетность представляется в органы Пенсионного фонда. Светлана Вадимовна, расскажите, пожалуйста, для чего это нам необходимо? Пенсионный фонд осуществляет ряд выплат, которые зависят от факта работы. Это федеральная социальная доплата, которая устанавливается неработающим пенсионерам, получающим пенсию, размер которой составляет меньше, чем 7953 рубля. То есть выплата федеральной социальной доплаты непосредственно зависит от факта работы. Это компенсационная выплата за уход за гражданином, достигшим 80-летнего возраста, являющимся инвалидом первой группы, за инвалидом ребенком, либо за инвалидом с детства, являющимся инвалидом первой группы. Эта выплата также зависит от факта работы. От факта работы зависит и установление повышения фиксированной выплаты за иждивенца тем гражданам, у которых иждивенцы достигли 18-летнего возраста и обучаются по очной форме обучения. Также зависит от факта работы и выплата пенсии по случаю потери кормильца мамочкам, ухаживающим за детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Хочется напомнить, что Пенсионный фонд, как вы уже слышали, обладает информацией о факте работы, и если гражданин своевременно не сообщает нам о том, что устроился на работу, возникает переплата пенсии, которая взыскивается в судебном порядке. Поэтому хочется еще раз заострить внимание наших граждан на необходимость своевременно сообщать о факте работы. Об этом очень подробные разъяснения даются специалистами клиентской службы нашего управления при приеме заявлений. И своевременно сообщать о фактах работы, поступления на работу, для того, чтобы не возникало переплат, для того, чтобы не взыскивать эти переплаты в судебном порядке, потому что если переплаты взыскивают в судебном порядке, приходится еще уплачивать госпошлину. Поэтому, дорогие друзья, своевременно сообщаем о поступлении на работу, тем более при подаче документов разъяснений все получаете. И опять же хочу обратиться к работодателям. По закону предусмотрена не только ответственность самого пенсионера, но и предприятия. Если не своевременная или неполная сдача отчетности была произведена, то предприятие несет солидарную ответственность вместе с пенсионером за переполученные суммы пенсии. Естественно, все это должно быть внесено в бюджет Пенсионного фонда. Спасибо, Светлана Вадимовна. Дорогие телезрители, помните, в 2009 году начала действовать программа государственного софинансирования. Кто вступил в эту программу, знает, о чем я говорю. Тогда говорили рубль к рублю, или 12 тысяч оплачивает застрахованное лицо или гражданин, и 12 тысяч софинансирует или добавляет государство. Программа эта рассчитана на 10 лет, и для тех, кто первый платеж произвел в 2009 году, в этом году 31 декабря программа заканчивается, то есть платеж должен быть произведен до 31 декабря, а софинансирование пройдет в следующем году в мае месяце. Так вот, кто еще не успел оплатить страховые взносы, рекомендуем сделать это до 26 декабря 2018 года. Еще хочется обратить внимание на один момент, это опять же касается работодателей. С 1 января 2019 года вступают в силу изменения, внесенные в Трудовой кодекс, где закрепляется обязанность работодателя один раз в год представлять 2 дня с сохранением заработной платы для прохождения бесплатной диспансеризации лицам предпенсионного возраста. Информацию о таких лицах работодатели будут получать из Пенсионного фонда. Для этого необходимо работодателям заключить соглашение с Пенсионным фондом о представлении этой информации. Вы это можете сделать либо лично обратившись в Пенсионный фонд, либо отправив соглашение по защищенным каналам связи. Это необходимо будет вам непосредственно для работы, начиная со следующего года. Спасибо за внимание. На сегодня все. Всего доброго.